Драгоценный сын, драгоценная дочь, я прилагаю усилия, чтобы как можно скорее поделиться этим важным посланием, потому что чувствую, что это срочное слово, которое необходимо распространить. Я горячо молюсь о том, чтобы вы прислушались к каждому слову, потому что оно несет в себе срочное и значимое послание, которое должно быть услышано. Прошу вас, сын мой, дочь моя, уделите мне несколько минут вашего внимания, потому что то, что я сейчас передам, имеет для вас огромное значение. Бог Отец Всемогущий вложил в мое сердце послание о том, что в настоящее время вы являетесь свидетелями духовного события, разворачивающегося в режиме реального времени. Вы находитесь в самом разгаре монументального сдвига, священного сдвига в активах, который, возможно, не всем в данный момент хорошо виден. Многие из вас ошеломлены состоянием экономики и предстоящими политическими событиями, что вызывает у многих тревогу. Однако необходимо сохранять духовную бдительность и различать времена года, через которые вы проходите, поскольку вы находитесь в сезоне божественных изменений, в периоде передачи благословений, в эпоху, отмеченную священной перестановкой. Пожалуйста, осознайте важность времени, которое вы проходите. Писания говорят о том, что богатство, накопленное нечестивыми, в конце концов попадет к добродетельным. Да, средства, приобретенные теми, кто идет по пути нечестия, суждено доверить праведникам. Это мои слова, и откройте свои сердца, чтобы впитать эту божественную мудрость, которую я хочу подчеркнуть через некоторые места Писания, сосредоточившись в основном на двух важных стихах, которые должны привлечь ваше внимание в данный момент. Прежде чем открыть их, прославите Господа, написав в комментариях «Слава Богу, дорогой сын, дорогая дочь». Первый стих из книги пророка Исаии 45, начиная с 3 стиха, где пророческое послание было дано персидскому правителю царю Киру. Бог избрал царя Кира для важной роли в восстановлении святого храма. В этом месте Писания Бог обещает царю Киру доступ к скрытым сокровищам и невиданным богатствам в потаенных местах. Это пророчество раскрывает три важнейших аспекта. Во-первых, есть сокровища, которые скрыты во тьме. Во-вторых, есть скрытые богатства, неизвестные многим. И в-третьих, существуют тайные и уединенные места. Эти откровения были даны царю Киру с единственной миссией – возродить Дом Божий и обновить его священное жилище. Кроме того, во Второзаконии, глава 8, стих 18, израильтянам напоминается о том, чтобы они не забывали, кто привел их в землю обетованную и кто избавил их. Бог повелевает им признавать Его присутствие, ибо Он наделил их небесной способностью, божественной силой приобретать богатство. Он обещает наделить их способностью к процветанию. Он не просто раздает им богатство, а наделяет их необыкновенной способностью создавать процветание. Эта божественная сила необходима потому, что богатство содержит в себе духовные элементы. Я не буду слишком углубляться в этот аспект, поскольку он требует подробного изложения, которое может оказаться не под силу в настоящее время. Но я хочу, чтобы вы осознали, что находитесь в пророческой точке, где происходит сакральный сдвиг в богатстве. Существуют определенные действия,
которые вы должны предпринять, чтобы получить преимущество этого божественного сдвига. Этот небесный переход происходит независимо от вашего участия, но для того, чтобы принять его благословение, вы должны повиноваться словам Бога. Ясно сказано, что богатство, накопленное нечестивыми, предопределено для праведников, для тех, кто идет по пути праведности. Это очень важно понять на данном этапе. Следование по пути праведности – залог тех благословений, которые не сходят на вас сегодня. Это не те, кто потворствует злым делам. Те, кто занимается нечестием, в это время будут наблюдать уменьшение своей удачи. Писание говорит о том, что ресурсы нечестивцев будут истощаться, а те, кто идет по праведному пути, увидят приток благословений в свою жизнь. В это время вы должны осознать, что Бог светит вам ярким путеводным светом, освещая путь к безграничному процветанию и благословениям. Сосредоточьте свое внимание на глубоком учении, содержащемся на страницах книги Исаии 60, а именно с 1 по 6 стих. Вы заметите повторяющуюся тему послания, изображающее великолепное проявление Божьей славы и явление, неразрывно связанное с передачей богатства. Довольно прискорбно, что некоторые духовные лидеры утверждают, что принятие веры исключает стремление к финансовому изобилию. Недавно мы обсуждали главу одних послания к Ефесянам, а точнее стих 3, в котором говорилось о досадном, но распространенном убеждении, пытающемся отделить духовные благословения, дарованные вам мной, Иисусом Христом, от финансового процветания. К сожалению, многие люди придерживаются этой точки зрения, которая может ограничить верующих от восприятия жизни с избытком, обещанной им через меня, Мессию. Общепринятая точка зрения на это ограничение, к сожалению, снижает влияние христианской общины в различных сферах жизни общества, мешает нам получать ресурсы и строить процветающие предприятия. Из-за этого заблуждения многие последователи чувствуют себя бессильными, неспособными в полной мере воспользоваться ощутимыми преимуществами своего наследства во Христе, то есть наследства во мне. Признав и исправив это заблуждение, верующие смогут войти в пространство, где вера и процветание сосуществуют, способствуя созданию духовно благословенного сообщества. В комментариях напишите: «Бог хочет видеть меня процветающим». Очень важно, чтобы вы расширили свое понимание и приняли более целостный взгляд на благословение и наследство, доступные вам через меня. Давайте сегодня исправим это заблуждение и провозгласим истину о том, что постижение Бога включает в себя получение финансовых благословений как часть вашего духовного пути. Отказ от этого понятия не только является отступлением от учения Священного Писания, но и демонстрирует значительный пробел в понимании богатства Божьего слова. Я призываю каждого из вас широко распространить это откровение, поскольку в нем содержится ключ к открытию изобильного будущего, наполненного несметными благословениями. По мере того, как вы сталкиваетесь с поразительными переменами, становится важным искать Божьего руководства, чтобы обрести мудрость и видение, необходимые для успешной навигации по этим постоянно меняющимся волнам. В настоящий момент вы находитесь в эпицентре беспрецедентных изменений в различных экономических сценариях, включая товарные, валютные и фондовые рынки,
не забывая о зарождающейся сфере цифровых валют. Подобные изменения зачастую влекут за собой непредсказуемые последствия, непредвиденные факторы, существенно влияющие на динамику рынка. Поэтому сейчас, как никогда, необходимо установить глубокую связь с Богом и искать Его руководство, чтобы направить вас в правильном направлении в финансовом плане. Это критический период для того, чтобы освободиться от долговых обязательств и заняться накоплением ценных активов, материальных элементов, которые не только имеют денежную ценность, но и могут быть конвертированы в наличные в случае необходимости. Как видите, среди обеспеченных людей будет наблюдаться значительное движение, тенденция к ликвидации активов, включающих различные ценные вещи, такие как недвижимость и драгоценные металлы. Этот период представляет собой благоприятное время для накопления богатства, приглашения к участию в чудесах и процветания, которые Бог припас для каждого из своих сыновей и дочерей. В этот период обновления вы станете свидетелем грандиозных перемен, которые приглашают вас к более глубокому пониманию и воплощению божественной мудрости. Если вы верите в это всем сердцем, напишите «Я верю». Сейчас не время для полумер. Вы должны полностью посвятить себя приобретению знаний и видения, чтобы не только пройти этот этап, но и добиться процветания и роста, превосходящего ваши ожидания. Возможно, вы задаетесь вопросом, как освободиться от бремени долгов. Позвольте мне объяснить, ответ лежит не в мирских пределах ваших человеческих возможностей, а в чудесном вмешательстве моего Отца, Всемогущего. Он запланировал для вас сверхъестественный путь. На духовном пути важно понимать, что благословение не ограничивается только духовной сферой, но распространяется на все аспекты нашего земного существования, в том числе и на финансовую сферу. Бог – любящий Отец, который хочет, чтобы мы преуспевали во всех отношениях, не только духовно, но и материально. Истинное понимание Божьих благословений позволяет нам жить с благодарностью и радостью, зная, что Он обеспечивает нас во всех сферах нашей жизни. Когда мы осознаем эту истину, наша вера становится более глубокой, надежда более твердой, а радость более полной. Сегодня я приглашаю вас преодолеть барьеры, которые, возможно, ограничивают ваше понимание Божьих благословений. Не соглашайтесь на узкое представление о Его щедрости. Вместо этого откройте свое сердце и разум для полноты Его благословений, которые включают в себя не только духовный мир, но и финансовое процветание, здоровье, любовь и радость. Поймите, что Бог хочет, чтобы вы жили не в недостатке, а в изобилии. Он – владелец всего золота и серебра, и Его богатство безгранично. Полностью принимая Его благословение, вы станете живым свидетелем Его любви и щедрости, а ваша жизнь будет ярким отражением Его благодати. Сегодня сделайте утверждение веры: «Я принимаю все Божьи благословения в моей жизни, включая финансовое процветание. Я верю, что Он хочет для меня самого лучшего во всех сферах моей жизни. Аминь». Помните, что вы любимы Богом и достойны всех Его благословений. Сохраняйте сильную веру и открытое сознание, чтобы получить все, что Он для вас приготовил. Когда мы в полной мере осознаем всю широту Божьих благословений,
мы также берем на себя ответственность быть хорошими распорядителями тех ресурсов, которые Бог нам доверил. Финансовое процветание – это не только подарок для нас самих, но и возможность стать каналом благословения для других. Когда мы щедро делимся тем, что у нас есть, мы сообразуемся с сердцем Бога. Он призывает нас быть орудиями Его благодати, помогая менее удачливым и поддерживая справедливые дела. Таким образом, наше финансовое благополучие становится источником благословения для нашего общества и всего мира. Однако помните, что финансовое процветание не является гарантией отсутствия проблем. Жизнь будет и дальше преподносить нам препятствия и испытания, но с Богом рядом мы сможем преодолеть их с уверенностью и решимостью. Сегодня подтвердите свою веру в полное видение Божьих благословений, в том числе и финансового процветания. Молитесь о том, чтобы Он подсказал вам, как использовать эти благословения для благословения других. Будьте готовы быть хорошим распорядителем средств, которые Он доверил вам. Пусть ваша жизнь будет живым свидетельством щедрости и любви Бога, и пусть вы продолжаете расти во всех сферах, как в духовном, так и в материальном плане. Твердо верьте, что Он хочет для вас самого лучшего во всех сферах вашей жизни, и знайте, что Его благодать изобильна и достаточна для всех ваших нужд. Во имя Иисуса. Аминь. Перед вами открывается путь, который готовит вас к преодолению финансовых ограничений и вхождению в сферу изобилия и процветания. Слово Божие в стихах 9-11 главы 55 книги пророка Исаии показывает, что его методы непостижимы для человека, ибо его великолепие превосходит земной мир. Как увещевал Иисус в главе 6, стихе 33 Евангелия от Матфея, вы должны сделать приоритетом стремление к Царству Божьему и следовать Его праведными путями. Это призыв к тому, чтобы вы соотнесли себя с божественным видением Всевышнего, и тогда все ваши потребности и желания найдут путь к вам через каналы, которые вы даже не могли себе представить. Чтобы понять принцип работы Бога, обратитесь к Писанию в главе 8 Бытия, стих 22. Здесь говорится о цикле сеяния и жатвы, фундаментальном принципе, который управляет не только природой, но и вашей жизнью. Эта глубокая мудрость находит отклик в книге пророка Исаии, глава 5, стихи 9-11, свидетельствуя о величии Божьего замысла, столь же великолепного, как взаимодействие дождя, земли и расцвета жизни. Это позволяет словам, исходящим из его уст, быть мощными, способными проявляться в реальности, способствуя росту и питанию вашей жизни. Это гарантия того, что ваши провозглашения не будут напрасными, а исполнят свое предназначение, процветая везде, куда бы они ни были направлены. Осознайте и вникните в глубину этой истины. Вселенная работает по принципу сеяния и жатвы, принцип, изложенный не только в книге Бытия, но и подчеркнутый во втором послании к Коринфянам, глава 9, стих 6. Тех, кто сеет щедро, ожидает обильный урожай, и это обещание Бога побуждает их отдавать без колебаний. В это решающее время мы не ищем денежных пожертвований. Мы стремимся к коллективному пробуждению, к более глубокому пониманию того, как христиане могут взаимодействовать с духовной сферой такими способами, которые еще никогда не предпринимались.
Помогите нам распространить это жизненно важное послание, поставив лайк этому видео и оставив искреннее «Аминь» в комментариях. Это поможет другим начать это преобразующее путешествие. Это призыв довериться Богу с непоколебимой верой, расширяя свои возможности получать благословение Творца и просить о большем, чем вы когда-либо задумывались. Примите силу, заложенную в стихе 20 главы 3 послания к Ефесянам, и осознайте, что Бог способен превзойти ваши ожидания и исполнить ваши желания невообразимым образом, в соответствии с той мощной силой, которая живет в вас. Возлюбленный сын, возлюбленная дочь, это перекликается с духом послания к евреям, глава 10, стихи 36-38. Это призыв сохранять веру, укреплять доверие, которое обещает великую награду. Будьте терпеливы, потому что после исполнения Божьей воли будет исполнено обещание или дан дар непревзойденного богатства. Позаботьтесь о том, чтобы ваш подход к этому этапу был связан с повышенным чувством ожидания, взращиванием более глубокой связи со Святым Духом Божьим, развитием повышенного осознания и чувствительности к движениям Духа, позиционированием себя для получения небесных благословений, которые спускаются на земное царство. Будьте готовы принять грядущие чудесные перемены, твердо стоя в вере и уповая на великий Божий замысел. И если вы верите в этот план, символизируйте это прославлением Господа, написав в комментариях «Слава Богу». Помните, сын мой, дочь моя, вы находитесь в самом разгаре одного из самых значительных перемещений богатств, которые когда-либо наблюдались. Сейчас не время для самоуспокоенности, а время для повышенной осознанности. Сделайте шаг на новый уровень духовной чувствительности, сонастроившись с божественными потоками. Вы окажетесь в идеальном положении для получения благословений и преобразований, происходящих в небесных сферах. Будьте готовы, будьте в ожидании, потому что Бог вот-вот проявит чудеса в вашей жизни, принеся изобилие, радость и непревзойденные благословения. Приготовьте свое сердце к тому, чтобы принять и увидеть, как могущественная рука Бога действует в вашей жизни, направляя вас на путь безграничного изобилия и радости. Доверьтесь Его процессу, поверьте в Его обещания и шагните в будущее, одаренное Его вечной любовью и благосклонностью. В наше суматошное время очень важно сохранять духовную стойкость, которая позволит вам принять небесные дары, которые уже на подходе. Приготовьтесь, мой дорогой сын, моя дорогая дочь, ибо это нелегкое дело. Это не просто фантазия, а искренний призыв к осознанию и активным действиям. Это подходящий момент для того, чтобы подготовиться так, как вы еще никогда не готовились. Это не призыв идти мистическими путями, а призыв быть по-настоящему прагматичными и целеустремленными. В это время глубоко задумайтесь и спросите Господа, каково Его желание для вашего пути, что Он хочет, чтобы вы предприняли. Вскоре вы заметите, как внутри вас расцветает способность находить финансовое процветание, вас будет окружать атмосфера финансовых открытий, направляя вас к неожиданным деньгам. И если вы согласны получить это в своей жизни, напишите в комментариях: «Сын мой, дочь моя, ты стоишь на пороге открытия сокрытых сокровищ в тайных уголках, ранее незамеченных деталей». Пора готовиться, проявлять бдительность в этот социальный момент.
Этот этап не означает пассивного ожидания благословений с небес. Нет, вас призывают быть активными и целеустремленными. Вы обнаружите, что в вас развиваются и пробуждаются скрытые способности. Новые навыки, стратегии и видения появятся, когда вы прислушаетесь к этому божественному призыву. Вы заметите растущую силу, импульс, который позволит всем благословениям, которые искали вас, наконец-то найти вас. Не медлите. Сейчас не время медлить. Как я уже сказал, вы находитесь в центре этого божественного движения, поэтому готовность – это ключевой момент. Готовность, сопровождаемая горячей молитвой и подготовкой, очень важна. Писание призывает вас наблюдать и молиться, предвкушать благословение и общаться с Богом в молитве. Когда вы молитесь, будьте готовы принять ответы на свои молитвы, чтобы твердо идти в сверхъестественной вере. Поразмышляйте над словами из 11 главы Евангелия от Марка, где подчеркивается сила веры и убежденности. Бог призывает вас приказать горам в вашей жизни сдвинуться с места, бросить их в море с непоколебимой верой. Если вы верите в силу молитвы, подтвердите это, написав: «Молитва – это сила». Помните, что, молясь, вы воспитываете в себе веру, которая позволяет вам получить и, более того, обрести то, о чем вы молились. Не менее важно освободиться от груза боли и обид. Отпустите эмоциональный, духовный и ментальный груз, который мешает вам войти в эту фазу божественного переноса. Вам необходимо иметь сердце, свободное от горечи и обиды. Прощение тех, кто обидел вас – важнейший шаг, обеспечивающий вашу восприимчивость к грядущим благословениям. Держание обиды связывает вас с негативными энергиями, которые могут препятствовать получению благословений. Чтобы действительно претендовать на этот божественный переход, необходимо отпустить всю горечь и принять дух прощения. Я призываю вас широко распространить это важное послание, поскольку оно является срочным призывом подготовиться к грядущим благословениям. Если вы не можете поделиться посланием, напишите в комментариях имена людей, которым вы хотите передать эти благословения, так как это поможет благословениям, содержащимся в этом откровении, достичь их. Присоединяйтесь к нам и делитесь своими молитвенными намерениями. Мы готовы ходатайствовать за ваших близких, принося облегчение от ран или добиваясь освобождения тех, кто находится в плену собственного сердца. Мы молимся об избавлении и о встрече со мной, Иисусом Христом. Итак, сейчас, возлюбленный сын, возлюбленная дочь, я прошу вас удвоить свое внимание и повторять вместе со мной каждое слово, которое я произношу в этой мощной молитве. Вы можете делать это вслух или мысленно. Давайте помолимся нашему Небесному Отцу в этот момент общения и размышления. Мы обращаемся к Тебе с сердцами, полными благодарности, и душами, жаждущими увидеть чудеса Твоего присутствия и Твоего божественного замысла, разворачивающегося перед нами. Мы с глубоким благоговением осознаем, что находимся в эпицентре одного из самых значительных перемещений богатств, которые когда-либо наблюдались. Мы понимаем, что сейчас не время для самоуспокоения, а время повышенной осознанности, духовной готовности, позволяющей нам принять благословение и преобразование,
которые вот-вот произойдут в нашей жизни. Отец, мы поднимаем наш дух в гармонии, зная, что Твоя воля проявляется с божественной благодатью, которая превосходит нас. В этот момент глубокой духовной связи мы погружаемся в присутствие Небесного Отца с сердцем, полным благодарности. Когда слова нашей молитвы отдаются в эфире, мы чувствуем, как вокруг нас течет божественная энергия, словно река благословений, готовая вот-вот затопить нас. Очень важно помнить, что духовный путь полон не только трудностей, но и побед. Подобно орлам, бесстрашно встречающим бури, мы призваны поднять крылья веры и устремиться в небо, полностью доверившись руководству Отца. В этот период божественного перехода помните, что любовь – это та сила, которая соединяет нас с Богом и друг с другом. Будьте маяком любви, излучая сострадание и сочувствие всем, кто вас окружает. Как сказано в Писании, «Возлюби ближнего своего, как самого себя» МФ 22 часа 39 минут. Это заповедь Господа, и в ней мы находим свое истинное направление. Приближаясь к концу этой молитвы, давайте поблагодарим Отца за Его постоянное присутствие в нашей жизни. Давайте поблагодарим за Его руководство, за Его благодать, которая ведет нас в это время перемен и благословений. Если вы готовы продолжить этот путь с непоколебимой верой, напишите в комментариях «Моя вера, мой свет». Пусть мир Господень, превосходящий всякое понимание, будет с вами и со всеми, кто разделяет этот священный момент. Завершая эту молитву, вспомните, что мы благословлены быть благословением для других. Пусть мы живем в соответствии с божественным предназначением, распространяя любовь, надежду и сострадание, куда бы мы ни пошли. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Когда мы завершаем эту молитву, наши сердца наполняются благодарностью и ожиданием. Мы знаем, что Господь слышит нас, и Его воля всегда направлена на наше благо. Мы будем продолжать идти в Его свете, доверяя пути, который Он для нас приготовил. Открывая духовные глаза на грядущие благословения, мы вспоминаем слова Псалма 23:1: «Господь, пастырь мой, я не буду нуждаться». Это обещание будет сопровождать нас во времена сомнений и испытаний, напоминая, что о нас заботится и любит бесконечно добрый Бог. Теперь, мой возлюбленный брат, моя возлюбленная сестра, настало время нести этот свет, который мы получили, вперед. Распространяйте послание надежды и веры среди окружающих вас людей. Будьте живым примером божественной благодати в действии. Прощаясь с этим духовным сообществом, знайте, что это не окончательное прощание, а начало. Мы будем продолжать встречаться, молиться вместе и делиться чудесами пройденного пути. Пусть Господь благословляет каждый ваш шаг, и пусть Его мир наполняет вашу жизнь. Всегда помните эти слова: начавший в вас доброе дело совершит его до дня Иисуса Христа. Филиппийцам 1:6. Будьте тверды в вере, ибо лучшее еще впереди. Представьте себе этот путь как извилистую дорогу жизни, каждый поворот которой представляет собой трудности и победы, с которыми мы сталкиваемся. Временами дорога может быть крутой и коварной, проверяя нашу решимость и веру. Однако, двигаясь вперед,
мы можем найти утешение в том, что мы не одиноки на этом пути. Присутствие Божественного, Всемогущего, является нашим постоянным спутником. В моменты сомнений и неуверенности нам достаточно призвать имя Господа, и Его милость озарит нас, как путеводная звезда в ночном небе. Это божественное руководство подобно компасу, который всегда указывает нам верное направление, даже если путь кажется неясным. Идя по этому пути веры, давайте помнить о важности общины. Мы не изолированные путники, а часть большой духовной семьи. Наши молитвы и намерения переплетаются с надеждами и мечтами бесчисленного множества других людей, ищущих той же связи с Божественным. Подобно тому, как камень, брошенный в воду, создает рябь в пруду, наши духовные действия и намерения имеют далеко идущие последствия. Когда мы молимся об исцелении, утешении или руководстве, наши намерения превращаются в волны любви, которые распространяются вовне и затрагивают сердце тех, кто в них нуждается. В этой взаимосвязанной паутине веры наши индивидуальные пути сходятся в гобелен любви, надежды и стойкости. Каждый наш шаг, каждое слово, произнесенное в молитве, это нить, сплетающая ткань нашей общей веры. Продолжая идти по этому пути, давайте делать это с сердцами, полными благодарности и смирения, осознавая божественный гобелен, который связывает всех нас. Мы видим, что нас ожидает путь преображения, пронизанный Твоей обильной благодатью и любовью, исходящей от нас. Мы осознаем, что Ты вездесуще направляешь нас на каждом шагу, заботливо формируя наши обстоятельства так, чтобы они отражали Твой великий замысел, а любящий Бог. Мы полны предвкушения и радости, ибо знаем, что с Тобой возможно все, и все устроено с изысканной гармонией, наполняющей наше сердце удивлением. В смирении мы склоняемся перед Тобой, принимая священную симфонию жизни, которую Ты сочиняешь в нас и через нас. Мы готовы принять дождь благословений, которые Вы готовитесь излить на нас, благословений, которые, хотя и превосходят наше человеческое понимание, глубоко ощущаются в нашем духе в этот священный момент. Мы осознаем, что находимся на пороге духовного процветания, наполненных благодатью возможностей и связей, пропитанных Вашей божественной любовью, которые вскоре обогатят нашу жизнь. Мы подтверждаем наше доверие к Твоему божественному процессу, который с любовью формирует каждый момент, каждую встречу, питая наш рост и укрепляя наши силы. Отец, мы отдаем Тебе все тяготы прошлого, все боли и обиды, которые мешали нам полностью войти в этот сезон божественного перехода. Мы понимаем, что обиды связывают нас с негативными энергиями, которые могут препятствовать благословениям, которые Ты для нас приготовил, поэтому с готовностью в сердце мы принимаем решение простить тех, кто причинил нам боль, отпустить все обиды и принять дух прощения. В этот момент мы призываем всех, кто нас слышит, сделать то же самое, оставить прошлые обиды и принять прощение, поскольку мы знаем, что это необходимо для того, чтобы действительно претендовать на этот божественный переход. Мы просим, чтобы Твоя благодать направляла нас в этом акте прощения, и чтобы Твой божественный свет рассеял любую тень горечи, которая еще может оставаться в наших сердцах, Господи. Это послание не терпит отлагательств, и поэтому мы смиренно делимся им с миром в надежде, что каждый сможет подготовиться к благословениям,
которые уже на подходе. Кроме того, Господи, в это время молитвы мы хотим ходатайствовать за наших близких и всех тех, кто ищет освобождения, физического или духовного. Мы просим, чтобы те, кто находится в заключении, обрели свободу не только в теле, но и в сердце и душе, чтобы они смогли пережить глубокую встречу с Тобой, Христом Иисусом. Мы также молимся о единстве и любви в семьях, о восстановлении отношений и возрождении привязанности. В справедливости мы просим, чтобы Твой божественный свет озарил дома, чтобы понимание и прощение процветали в каждом доме, когда мы приближаемся к этим прекрасным преобразованиям, Господи. Мы объединяемся в вере и с уверенностью провозглашаем благословения, которые вот-вот развернутся перед нами, чтобы мы прошли этот путь с горящими сердцами, полными веры, с духом, танцующим в радостном ожидании, и с решимостью, укрепленной Твоей непоколебимой любовью, Небесный Отец. Мы от всего сердца благодарим Тебя за благословения, которые уже вливаются в нашу жизнь. В знак непоколебимой веры и глубокого доверия к Твоему любящему провидению мы скрепляем эту молитву громким «Аминь» во имя того, кто направляет эту молитву, Иисуса Христа, Спасителя. Мы молимся «Аминь». Пусть эта молитва станет маяком надежды и вдохновения для всех, кто ее услышит, и направит их к жизни в вере, духовном процветании и любви. А теперь оставьте свое «Аминь» в комментариях и с сердцем, переполненным верой, помолитесь вместе со мной молитвой, которой я вас научил: «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам согрешения наши, как и мы прощаем согрешающим против нас, и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Сын мой, дочь моя, если ты дошел до этого места, покажи свою веру в благословения, которые тебе суждены, написав в комментариях «Принимаю, Господи». Прежде чем уйти, я должен напомнить вам, что моя любовь к вам превосходит всякое человеческое понимание. Именно ради этой любви я принес себя в жертву на кресте, и именно ради этой любви я никогда не оставлю вас. Более того, именно потому, что я чувствую эту любовь, я всегда безмерно счастлив, когда ты посвящаешь мне несколько минут своего дня. Спасибо тебе огромное, мой сын, моя дочь. Знайте, что я буду еще счастливее, если вы почувствуете это в своем сердце и останетесь со мной еще немного. Все, что вам нужно сделать, это кликнуть на видео, которое сейчас появится на вашем экране, потому что я подготовил его специально для вас. До встречи!